quattro soldi. Cambio.
Узрадуемся ўсе ў Пану, адзначаючы ўрачыстасць святой Брыгіты. Гэтай урачыстасці радуюцца анёлы і разам з ёй праслаўляюць Сына Божага. Во імя Отца і Сына і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. І з Духом Твоим. Сёння адзначаем свята святой Брыгіты, законніцы, апякункі Европы, женщины, якая жила в 14 стагоддзі, была маці 8 дзяцей, а ў сталым узросце была заснавальніцай ордэна і ўсё сваё жыццё прысвяціла аскезе, сведчанню хрысціянскага жыцця. Падчас гэтай святой імшы асаблівым чынам молюся за нашу радзіму, за Беларусь, за грамадскія падзеі, які адбываюцца, каб у гэтым таксама удзельнічаў Бог, як той, хто очищает свою рассеяние, свою лозу. Перепросим Бог за наши слабости и грехи, как нашу дело в этой таемнице Христа был щирый и главный. Споведающий Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что зрашил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя великая вина, тому прошу, наисвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышине Богу, А на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Деве хвалы Твоей. Пане Боже, Владыка Небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Барану Божий, Сыне Отца, яки вяжешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Яки вяжешь на себе грехи свету, прими моление наше. Яки чатишь права душа Отца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысшейший, Иисус Христе, с Духом Святым, у хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Пане наш Боже, Ты вел святую Брыгіту розними життєвими стежками и цудовным чином дал ее познать мудрость крыжа у сузирании муки Твоего Сына. Да поможи нам, как верные души за Твоим покликанием, мы завсёды Тебе шукали. Проспад наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живей благодаря верности Духа и Святого, Бог прозвуще веки вечные. Аминь. Послухаем Божье Слово. Читання послання святого апостола Павла до Галатам. Брати, прозакон я пам'ятка закона, как жить для Бога. Я укруживался разом с Христом, и уже не я живу, а живет во мне Христос. А что теперь живу в теле, то живу верою у Сына Божьего, який полюбил меня и отдал себе за меня. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Благословлять буду Пана во все часы. Благословлять буду Пана во все часы. Благословлять буду Пана во все часы. Хвала Ему завсёды на моих устах. Паном будет гонориться душа моя, нехай
нехай веселятся. Благословлять буду Пана во все часы. Узвеличивай Пана со мной, будем услышать имя Его разом. Я шукав Пана и Його почув меня, и я до сих погрозу визволив меня. Благословлять буду Пана во все часы. Гляньте на Его и просвятлитесь, и твари ваши не спознают ссору. Вось нещасний покликав, і Пан Його вислухав, і врятував Його от усіх ягоних бідов. Благословлять буду Пана во все часы. Ангел Пана оберігає тих, хто Його боїться, і визволяє їх. Покаштуйте уважте, який добрий єсть Пан, щасливий чоловік, який на Його сподяється. Благословлять буду Пана во все часы. Бойтеся Пана Ягоної святые, бо той, хто боїться Його, не має нестачі ні в чим. Дикі звери терпять нестачу і голод, а тим, хто шукає Пана, не буде ніставати ніякого добра. Благословлять буду Пана во все часы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Застарайтеся в моей любови, кажа Пан, кто застається во мне, той приносить богатый плод. Пан з нами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія по Матвія. Хвала Тебе, Пане. У той час Ісус сказав своїм учням: «Я сапраўдная виноградная лоза, а Отец мой виноград. Кожную галинку во мне, якая не приносить плоду, ее одрезая, и кожную, якая дає плод, ее очищає, каб давала еще больше плодов. Ви уже чистые, дякуючи слову, якое я сказав вам. Заставайтесь во мне, а я у вас. Як галинка не может принести плоду сама себе, коли не застанется в виноградной лозе, так и вы, коли не будете во мне. Я виноградная лоза, вы галина. Кто застається во мне, а я в ним, той приносить багатий плод, бо без мене нічого не можете зробити. Хто не застається во мне, буде викинути вон, як галина і засохне. І збирають їх, і кидають у огонь, і яна згорає. Коли будете во мне, і слово моє у вас будуть, просите, чего захочете, и станете вам. Гэтому славится Отец мой, коли вы принесете богатый плен и станете моими учениками». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сегодня узгадываем богатое, пленное життя Святої Бригіти. І дякуючи їй, черговий раз услуховуємося в євангельську історію виноградної лози. Неоднойче ми своє життя усприймаємо як нечто виключно наше. І неоднойче свого життя, коли ходимо, раз воно наше, то і нам здається, можемо в житті робити ще те, що нам в голову прийде. Хочемо копаємо, хочемо не копаємо, і так далі, і так далі, і так далі. Але все ж таки в образ сьогоднішнього Євангелія каже нам про те, що людське життя має некий довжейший, глибейший сенс. І все ж таки живемо не тільки тому, щоб задоволити тільки свої важні чи менш важні потреби, які ми в житті можемо мати. Все ж таки людське життя скероване на те, щоб приносити плен, щоб цей плен доспівав, щоб він був смачний, щоб він був найлепший. А це можливо не тільки у той ситуації, коли якось галина здавалося, коли просто глядіть на лозу, ну, бачимо галину, на її весь виноград, на її весь
виноград, і гэта толькі частка рэчаіснасці. Усё ж такі тая галіна таксама яна ужывленая ў нейкую глыбейшую сістэму. Яна звязаная з лазой, яна звязана з карэннямі і так далей, і так далей. Грамадства гэта таксама сістэма, у якой не кожны сам па сабе можа рабіць тое, што хоча, а ўсё ж такі патрэбна, каб мы былі звязаны адзін з адным, каб мы былі нейкім цэлым арганізмам. Вінаграднік у Святым Пісанні, образ вінаградніка, ён вельмі часта паўтараецца, паказваючы грамадству, паказваючы Божий народ, паказваючы ўзаемаадносіны канкрэтнага чалавека з самім Богом. Людское жыццё будзе найбольш плённым тады, калі ўсё ж такі у нашым жыцці удзельнічае Бог, калі ён з'яўляецца тым, хто пра нас клапоціцца. І найбольш небяспечным момантам, калі мы пражывём жыццё, і яно застанецца пустым, не прынесе ніякага плёну. Гэта галінка, якая пражыла жыццё, і пры гэтым нічога не нарадзіла, з сябе нічога не дала. Гэта найбольш трагічны момант для той галінкі, таму што лёс яе заўсёды такі, што яна загінець. Яе спаляць, альбо нейкім чынам, іншым чынам яна як бы знішчыцца. А ўсё ж такі людское жыццё мае сэнс тады, калі жывеш для некага, даеш сябе некаму, нараджаеш нешта пасля сябе. І святая Брыгіта — гэта чалавек, можа, асаблівы, нават па сучаснай галаве гэта цяжка змясціць. А па 13 стагоддзі думаю, што яна жыццё яшчэ было больш плённае. Маці 8 дзяцей, заснавальніца Ордэна. Яна мела вялікі сацыяльны статус. Яна нараджала каралям, валадарам, папу рымскаму у некаторых пытаннях. Таму што яна была містычкай. Яна была той, хто злучана з Ісусам Христом і дакладна ведала яго волю. Варта нам усім гэтаму вучыцца у сваім жыцці, хоць дробнымі крокамі, але імкнуць да таго, каб жыццё было плённым. Амén. Праз заступніцтва Святой Брыгіты, законніцы, просім Бога у нашай малітве за ўсіх людзей на зямлі. Молимся за святый костёл, каб ён вёл усіх своих дзяцей до сустрэчы з Христом. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за ўсіх хрысціян, каб яны з'ядналіся ў адной веры і ў адным касцёле. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто пакінуў усё дзеля Христа, каб яны атрымалі паўнату радасці у служэнні Богу і людзям. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за церквічых і хворых, каб яны, зразумеўшы сэнс сваіх пакутаў, можна неслі свой штодзённы крыж. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за ўдову, каб яны знайшлі ў святым касцёле дапамогу і суцяшэнне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутных, каб мы пашыралі сярод нашых ближніх хрысціянскую любоў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Боже, прими наши покорные просьбы и благонаступницы Святой Брыгиты, научи нас любить Тебе еще милостивее. През Христа нашего. Амén. Благословенный Пане Божий, свету, владеку Твою, что вы сегодня молитве, не працуем людских, а хвером Его Тебе, как Христов для нас хлебом життя. Благословенный Ты, Боже, навеки. Боже, прости мне святые воды, не надо, не надо, не пусти Христос, и принял нашу правду. Благословенный Ты, Пане Боже, свету, владеку Твою, что Ты всем отримали вино, тут виноград, лозы, красоров людских, а хвером Его Тебе, как Он стал, это снопой Богу. Благословенный Ты, Боже, навеки. Молитесь, братья и сестры, как мы вашу оферу принял Бог, а если всемогу. Нехай Бог прийняв
на прославление и хвалу Тебя Своего, а так само на корысть нам и всякому костелу святому. Без конца добрый Боже, Ты в святой Бригите перетворил старого человека у нового по водле Твоего сердца. Уже не ласкав таким же чином обновленное, мы годно сказали Тебе это, ах, веру примирения, през Христа, Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серця, Узносим и водопад. подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Соправды годно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы завсюди и всюди Тебе складали подяку, Пане, святий Отче всемогутній вічний Боже. Ти дозволяєш нам щодня ушановувати Твій святий город, небесный Иерусалим, нашу вечную наречину, где неоспирно спевают Тебе гимн, прославление, наши святые браты и сестры, які умацовуються нас своїм заступництвом і прикладом. Де його, радуючи хвалі вибраних членів Костьола, спішаємося і ми, земні пілігрими, яких веде святло віри. Тому разом з усіми святими аньолами ми прославляємо Тебе у один голос ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышине, благословленный Той, кто приходит в имя Пана, Госанна на вышине. Соправди Боже, Ти святий, криницю вселенних святих. Тому просим Тебе, освяти ведры на слове Духа Твоего, как и стали для нас телом и кровью нашего Пана и Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, Бог это есть тело Мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином по вечеру взяв келих, знов тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте с его все, Бог это есть келих крови Моей, нового и вечного заповеда, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великое, это и лицемерие. Обвещаем смерть Свою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Успоминаючи смерть и ждет восстание Твоего Сына, оферую Тебе, Пане, хлеб життя и избавления. Дякую, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как учит нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удосконави его в любови разом с Папом нашим Франциском, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрием, бискупом Александром и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які опаснули надійного воскрешення, і про всіх, хто Твою ласку дошел з этого свету, и дозволил убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, измилуйся над усими нами, как мы заслужили удел житии вечном, в едности на святейшей Богородице и Панной Марии, со святым Юзефом и Иоанном, со святыми апостолами и всеми святыми, якие справедливо подавались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, в едности Духа и Святого вся пошана и хвала, разуще веки вечные. Аминь. Молимся на лице Небесного, и к научи нас Иисус Христос. Отче Отче наш,
приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в покусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всякого злого, и ласково супокои дни наши. Да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были зачаты вольны до гробу, и заховали для конец покою, чекали исполнения счастливой надеи причте избавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, а на веру Христова Твоего, и буду ласкаво згодно с Твоей волей дарить вас супокой и верность, яки живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсегда будет с вами. И с Духом Твоим. И радуйся ближнему знак супокоя. Баранку Божий, який береш на себе грехи світ, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світ, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світ, одари нас покоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, щасливая покликана на кочевую волю. Пане, я не вартий, как Ты войшов на меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Ты любишь справедливость, ненавидишь бесправие. За это Бог, твой Бог, намастил тебе олей радости, больше, чем сябров твоих. Молимся. У всемогутный Боже, у Наисвятейшем Сакраменте Ты даешь нам допомогу и силу. Ученикам по прикладу Святой Бригитты мы шукали перш за все Тебе и начали выдвижить его образ нового человека,
през Христа нашого. Амінь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Нехай благословляться науки Бога, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. І йдіть у супокою Христа. Дякуємо вам, Богу.